все эти люди? Да в основном обычные любители всего нового, живого и натурального. Есть спортсмены, которым важен собственный результат, но есть и те, кто стремится просто побывать там, куда сам никогда бы не собрался. 190 участников, 50 из которых бегут Трансурал 4-й год подряд и уже досконально изучившие каждый маршрут этой ультрагонки. В основном это все люди, для которых спорт это хобби, это их увлечение, причем многие этому увлечению посвящают достаточно большую часть своей жизни, то есть они целенаправленно тренируются по 5 дней в неделю, набегивают объемы, делают какие-то другие тренировки, силовые упражнения. То есть они готовятся, но в обычной жизни они обычные работники. Антон Жиганов – личность по праву феноменальная. При том, что в обычной жизни в родном Екатеринбурге возглавляет театр-студию, за несколько лет сумел построить и объединить вокруг себя команду настоящих профессионалов бега. А главное, тех, без кого все это не смогло бы состояться. Волонтеров, помощников, спонсоров. Работа проведена колоссальная, с полной отдачей себя идеи предоставить каждому, кто пожелает, то, что описал в своей книге известный в особых кругах Николай Рунквист. Автор «100 дней на Урале» занимательно рассказал про одну из экспедиций 91 года, когда ее участники впервые в непрерывном путешествии преодолели свыше 3000 километров от Южного Урала до Северного Ледовитого океана. Так и родилась идея этого горного марафона, когда без специальных удобных дорожек, а по камням, сквозь грязь и ненастье. Вот она, долина реки Балбалью, самое спокойное, умиротворенное и самое желанное место при подходе к наивысшей точке Уральского горного хребта. 1895. Да-да, это гора народная. Даже ее верхушки не видно, она скрыта под толщей облаков. Мы приезжаем на эти соревнования уже второй раз. В прошлом году это был Северный Урал. И, кстати, до Инты мы уже успели захватить еще одну известную российскую гонку. Эльбрус рейс. Она проходит на Кавказе. Стивен и Лаура пока единственные американцы на Трансурале, как выяснилось, настоящие фанаты России. Они живое свидетельство мирового интереса и скрытых возможностей наших широт. А еще это идеальные участники для гонки, придуманной Антоном. Перед приездом мы, естественно, ознакомились с информацией. Знаем, что сейчас находимся в парке, национальном парке Юг-2. И мы очень хотим увидеть оленей. Вы вообще сторонник экстремального туризма, то есть экстремальных гонок? То есть вам нужна плохая погода или все-таки пришли просто полюбоваться нашей местной природой? Мы соревнуемся также в горах. Именно это делает гонку интересной. А это, знакомьтесь, самый юный трансуралец. Лёше год и 2 месяца. И это уже не первый его поход в горы. Первым был Кавказ. Родители познакомились в забеге на Эльтон, поэтому семья, можно сказать, спортивная. Вообще, это нормально здесь, что люди не только бегут, но и встречаются и даже женятся. Сегодня в силу обстоятельств побежать вместе не получится. Саша, как джентльмен, уступил место на дистанции супруге. Сам останется в лагере с сыном. Сегодня, когда гуляли по тундре, думала, что абсолютно разный Урал. В Южный Урал там хоть тоже горы высокие, но они все-таки лесом покрыты, их не так видно. А здесь тундра и горы видно, хорошо видно, и это очень здорово. Он совершенно другой. Для организаторов и участников приполярного этапа здесь многое впервые. Например, впервые заповедной территории, что накладывает дополнительную ответственность по бережному отношению к девственным местам. Люди наделали дороги, взрывали горы, искали здесь золото, а потом их территория попала под охрану ЮНЕСКО. Теперь по этим коммуникациям удобно бегать спортсменам и ходить туристам. Многие, кто впервые решается бежать по горам, до последнего сомневаются, правильно ли это. По технике безопасности ходить-то по камням надо с долей сомнения. Мало ли какой вырвется и подведет, а тут гонки на скорость. Трансурал буквально переворачивает представление о пространстве. За короткое время позволяет максимально описать территорию. Посетить вообще, в принципе, приполярный Урал – это потрясающе. Я, на самом деле, 3 года, наверное, хотела просто сюда приехать, никак не получалось. А приполярный этап Трансурала, то есть мало того, что
мы забежим на Народную, мы не исключено, что увидим Монорагу. И плюсом мы будем первыми людьми, кто вообще бегает на Приполярном Урале. То есть, это само по себе очень значимое событие. И плюсом, конечно, замечательные виды, замечательный воздух, замечательная природа. Замечательная компания. То есть вы давно уже решили, да, что побежите? Год назад, да. Как открыли регистрацию, мы, в принципе, сразу же заявились, мы знали, да, что мы побежим. Разумеется, обязательно надо побегать, пошевелиться, чтобы не травмироваться и чувствовать себя прекрасно, добежать. Есть все подряд. Да, не есть все подряд. Покушать нужно и правильно накануне. Выспаться хорошо, самое главное. А что вы едите? Тоже всем интересно. Макароны, рис, то есть такие углеводы, которые долго-долго перевариваются, усваиваются. И то, что мы съедим сегодня, будет работать завтра. Когда задумывался Трансурал, естественно, были и другие горные марафоны. То есть то, что кому-то может показаться абсурдным, стало нормой во всем мире задолго до нас. Тот же всемирно известный забег по Альпам Ультра Трейл де Монблан. Трек проходит по территории 3 государств – Франции, Италии и Швейцарии. А очередь на него растягивается на 3 года вперед. Почти как здесь. Посмотрите на эти луга. Альпы просто отдыхают. Мягчайшая трава. Бежим, как по батуту. Отсутствие камней. Восхитительная погода. Никто не мог даже предполагать, что Приполярье встретит нас так доброжелательно, что был такой комфортный прием погоды. Просто супер. Ребята, надо ехать на север. Хватит уже юга осваивать. Далеко не все, кто заявился на приполярный этап, получили приглашение на событие. Во-первых, опять же, это национальный парк, который лимитирует квоты. Во-вторых, трудности заброски. От платформы Инта до базы Желанная добраться можно на таких вот автобусах-вездеходах. Их называют вахтовки. Вахтовки, потому что когда-то в своей жизни они перевозили горнорабочих. Сейчас они за деньги свободно перевозят и туристов. Стоимость в одно направление примерно 20 тысяч рублей. Наверное, ради того, чтобы посмотреть на такие вот виды, это стоит того. Дорога от Инты до точки старта занимает 5-6 часов. Эти 130 километров, собственно, единственное подъездное направление к месту. Ему мы обязаны артели Вадима Туманова, легендарному золотопромышленнику и хорошему другу Владимира Высоцкого, который и сам, как говорят, был в этих местах. Если бы не старательская деятельность Туманова, не укоренилось бы это место производственным островком, спрятанным в девственных дебрях, где местами еще никогда не ступала нога человека. Вот специально для участников Трансурал Каширское АТП делает дорогу. Респект. Спасибо большое. Конечная станция – бывшая база геологов, а сейчас, по сути, настоящий двухзвездочный гостиничный комплекс «Желанная». Название рождено явно в муках испытания с заброской. От себя рекомендуем ехать все-таки на голодный желудок и лучше с запасом мятных леденцов. Как показывает практика, даже устойчивых спортсменов Интинский экстрим трофи не щадит. Кстати, с реки Кожум и начинается вотчина охраняемой территории. С 1994 года, несмотря на невероятный промышленный потенциал этих мест, здесь можно только ходить и трогать руками. Обратите внимание, насколько чист этот водораздел. Температура воды здесь в самый пик лета не превышает 19 градусов, а течение быстрое. Каждый километр русло понижается на 4 метра. Вода наичистейшая, ее можно буквально пить. Если вы задумаете посетить долину реки Балванью или, того гляди, покорить гору Народная, обязательно легализуйте свое положение у руководства парка Юг-2. Вот в нашем случае просить разрешение пришлось даже у Минприроды России в Москве на съемке. Сейчас эти места почти свободно посещают туристы. Почти, потому что, как ни крути, добраться до сюда все-таки в каком-то смысле достижение. Зато, когда Рубикон перейден, небывалая по красоте природа, очень древняя и открытая, бесценная награда. Все эти виды обязательно запомнятся, отложатся в памяти и будут еще долго греть душу. Гриша, готов? Да! А ты, Андрей? Я не знаю.
Но перед эстафетой на главную вершину Урала дополнительно поясним. Трансурал – это все-таки многоэтапная гонка. Идея в том, что участники бегут ее 4 года в разных климатических зонах. От южного до приполярного. В каждый этап входят 4 маршрута из одного старта. Получается, имя победителя остается неизвестно, пока не будут пройдены все дистанции. 5, 4, 3, 2, 1. Екатерина Андрейцева – одна из лидеров российского трейл-раннинга. Она и многократная победительница в беге на высоту, и мастер спорта по лыжным гонкам. В этом сезоне для нее это уже 4-й крупный старт. Ее секрет работы на местности прост. Чтобы быстро бегать по горам, надо бегать по горам. Иначе придется довольствоваться ступеньками либо силовыми нагрузками. Сложно сказать, там, что будет, например, через 10 минут, чем закончится болото очередное, там, или что там за подъемом будет дальше, спуск там или новый подъем будет еще. Скорость, ветер, каменная крошка под кроссовками и радостная атмосфера. Чувство сопричастности к чему-то великому. Характер этого волнующего устремления сложно прочувствовать, если ты всего лишь наблюдатель. Для них это ощущение счастья. Преодолевая слабости и превозмогая боли, они проверяют свои нечеловеческие возможности. Вот это особенность, что ты бежишь просто по ровным дорогам, ну да, может быть, по камням, но по болотам немножко, но это все фактически горы, и тропы. Вот. Тебе не приходится где-то лазить там по кустам, по буеракам. Нет, ты все, достаточно скорость передвижения выше, чем на других Уралах. Специфичность приполярного обсуждают в движении гости республики в совершенно ином космическом Урале. Здесь вообще не хочется следить за временем. Пейзажи разительно отличаются от более южных гор. Практически нет крупной растительности, карликовые березки в виде кустарника, да и ивняк. А вы вообще, вот когда бежите, с какими мыслями бежите? О чем думаете? Скорее всего, пока еще соревновательный дух жив, поэтому думаю, как бы с соперниками справиться. Но в этом году они что-то посильнее меня оказались, оказывается. Ну, вот эта трасса вам уже полегче, наверное, проходить, чем народную, да? Ну, конечно, протяженность другая. Но подъем все-таки сказывается. Грязь и болото – самые привлекательные сложности гонки. Каково это – бежать в мокрой обуви? Но здесь говорят, ничего страшного, если она подобрана по размеру. И опять же, это ведь тундра, и каждый теоретически знал, куда едет. Солидную часть дистанции участники преодолевают по курубнику. Так называются камни, выточенные временем. Лучше всего выбирать такие средние, но устойчивые камни, чтобы не получить травму. Но попадаются и настоящие чемоданы. Вот их приходится обходить, чтобы лишний раз не тратить энергию на, так сказать, поднятие своих двух. Так дистанция постепенно искривляется. Пункт питания. Всем привет. Еда, где самый вкусный трансуральский чай? Трансуральские бананы. Говорят, растут на реке. Местные. Фрукты. Изюм. Вот так надо питаться. Стало для особо серьезных марафонцев. Спасибо вам. Спасибо. Самое главное, не мусорим. Все оставляем здесь. А это Вячеслав Веденин, сын легендарного и тоже Вячеслава Веденина, первого советского лыжника, выигравшего золото в индивидуальной мужской гонке и двукратного олимпийского чемпиона в японском Саппоро в 1972 году. Но сегодня Веденин-младший и сам фигура статусная. На Олимпиаде в Сочи был главным судьей соревнований по лыжным гонкам. Поездочка в Коми для него тоже приобщение к родным местам. Дело в том, что его мама не менее известная лыжница, уроженка Печоры Лариса Мерк. Она входила в юношескую сборную СССР и 1 год даже была чемпионом мира. Сам же Слава родился в Сыктывкаре. Мелкий курум. Очень больнючая вещь. Ты вроде бы ногу ставишь, но всегда она в какой-нибудь неизвестный наклон попадает. Аккуратненько, где? Какая рука? Все, понял. Есть. На поворот и ниже к оврагу. Есть. Тайга сменяется на лесотундру, лесотундра на тундру и наоборот. Эти пейзажи не могут не радовать глаз. Зрелище непередаваемое.
Это горы, но они совершенно другие, как Эльбрус. Таких я, как здесь, гор не видел. Честно говоря, я думал, на Эльбрусе много крумника. На самом деле камней, как на Эльбрусе, вообще нету практически. А здесь крум почти везде. Но при этом есть места, где можно действительно бегать. А вот еще один видеоблогер, благодаря которому мы впервые имеем возможность показать вам Урал с такого ракурса, с какого прежде не представлялось возможным. Москвич Евгений Гаврилов снимает для себя, но лучшими мгновениями делится с окружающими. В рамках марафона он взобрался на макушку горы Еркусей. Шаман-гора, как ее называют местные, самая легендарная достопримечательность приполярной гряды. Мощные и четкие склоны напоминают башню. Все-таки я не могу не пройти через одни из ворот. У меня есть прям настойчивое ощущение, что если через них пройти, то можно оказаться в совершенно другом мире. Ну, конечно, я вернусь, потому что есть куда возвращаться, и есть кому возвращаться. Но не побывать здесь, это просто нереально. Издавна по коим поверьям считалось, Еркусей – родина Войпеля, дух северного ветра, покровитель жителей севера. Сюда в качестве жертвоприношения они приносили съестные запасы и дорогие поделки, а взамен обретали веру, что силы и удача не покинут их. А грунт здесь очень тяжелый и очень не хочется биться. Громадные грубые камни, коих огромное количество именно на вершине, символизировались теми, кто однажды взобрался сюда с дурными помыслами. Шумел, либо сердцем был не очень чист. В этом году больше снега, видимо, был более холодное лето или более снежная зима. Я не знаю, вот там вот наверху есть небольшой ледничок, как у нас в каком состоянии сейчас он. Наверное, это одно из самых потенциально опасных мест. Но у нас ребята вышли, провесили веревки. Я думаю, там должно быть все хорошо. Главное, чтобы люди по нему двигались с умом, не торопились. Хотя, конечно, это тяжело, когда соревнования проходят, но я думаю, там будет специально обычный человек, который будет им напоминать о том, что не надо торопиться на леднике. А так, в принципе, здесь прекрасный рельеф, нет леса, тяжело потеряться. Вообще идеальные условия для бега. Я просто сейчас бежал и получал неимоверное удовольствие. Олег по-настоящему фанат труднодоступной красивости, и в России его знают как автора фотоблога «Бегущий фотограф». А в этой международной многодневке он лучше всех знает, из каких приятностей состоит приполярный этап. Был здесь год назад, когда размечалась трасса, и при этом сохранил двойной интерес – увидеть знакомые кадры снова. Да он и сам отдается трассе весь и полностью, при этом сохраняя темп. У меня где-то 5 килограмм фототехники, 2 объектива, 1 телевик, 1 ширик. Примерно, чтобы обхватить все диапазоны. Ну и 1 фотоаппарат Марк III. Обычно я беру 2 фотоаппарата, но сюда как бы уже не стал брать. Обычно со мной женщина моя бегает, вот у нее 2-й фотоаппарат, я у нее забираю и мы как бы на 2 снимаем. А в этом году она не поехала, поэтому я с одним. Вот. Ну вот, надеюсь, не залью этот раз, потому что на первом Трансурале попал в ливень, в бурю на вершине горы и залил фотоаппарат. Как съемочная группа, также стремившаяся побывать на самых интересных точках каждой дистанции, признаем, эта прогулка действительно далеко не налегке. И она доступна не каждому даже из физических возможностей. При полной самоотдаче нагрузка колоссальная. Для сравнения, в нашем случае это килограммов 15 обязательного снаряжения. Все ради красивого кадра. На самом деле, если идти налегке, то, в принципе, сама дистанция показывается очень легкой. Впрочем, наверное, я это из храбрости сказал. Потому что на последних метрах при приближении к пику Народной уже ощущается некая тяжесть в теле. Дышится тяжелее. Узоры из лишайников на камнях и вовсе начинают пестреть в глазах. На самом деле регистрировалась только на Народную, а там уже по силам, видимо, пройду все 4. Татьяна – единственная сыктывкарка, принимающая участие в многодневном трейле. В родном городе бегом она увлеклась сравнительно недавно, но в силу особенностей столицы Коми это были только равнинные тренировки.
перемещаться со сменой высоты у нас, увы, почти негде. Коми — это равнина, даже несмотря, что у нас в Ухте много холмов. Стараемся выезжать куда-нибудь, где-нибудь, побегать, потренироваться. Василий в топ-10 гонщиков на Транс-Урале. Признавая, что в Коми действительно есть проблемы с рельефом, нагружаются наши немногочисленные представители Ухты лыжами и ориентированием. Ухта, привет! Сушки живешь. Молодец. Блин, паркур натуральный. Давайте. И танцы. Танцы, пляски. К слову говоря, на Василии, Максиме и Андрее, увы, и заканчивается весь представительский состав хозяйки приполярного этапа Республики Коми. А вот что пропускают спортсмены: детально приобщение к красотам, гармония с ними. Вот, например, один из маршрутов ходит по этому холму, а внизу озеро чудное, необыкновенно богатое фтором, серебром и даже золотом. Собственно, от озера пошло и название золотоносного месторождения, которое находится в километре отсюда. Чудное. Так уж получается, что вершина Урала географически находится все-таки уже на территории соседнего Ханты-Мансийского округа. Но вот добраться до нее, увы, для соседей легче все-таки со стороны нашей республики. Не надо использовать специальное альпинистское снаряжение. Возможно, оттого здесь так много следов пребывания жителей Коми. Надо не забывать любоваться по сторонам. Вот оно, Ханты-Мансийский автономный округ, озеро Голубое, Ханты-Мансийск. Привет! Мы бежим обратно в Коми. С какого города? Архангельская область. Расширяем географию. С какого города? Екатеринбург. С какого города? Я. Вот так вот со всей страны едут, бежать в Республику Коми. Большое спасибо Республике Коми за возможность покорить высшую точку Урала, гору Народная. Без вашей поддержки у нас вряд ли бы что-то получилось, осуществить мечту многих и забежать на эту гору. Мы потратили всего 3 часа, а впечатление на всю жизнь. Большое спасибо за вашу работу, мы еще вернемся. В среднем вершину Урала, по нашим подсчетам, за день посещает до 20 человек. Это в обычные дни. Не такого массового наплыва, какой устроил Транс-Урал, когда суточная норма была побита в считанные минуты. Народную, которая виднеется вон там на горизонте, можно вполне назвать хозяйкой здешней погоды. Как самая высшая точка, она задерживает облака, те концентрируются вокруг, а потом огромной мокрой массой обрушиваются на соседние вершины. Привет всем, кто дома! Да, привет, это прекрасно! Те, кто совершил этот забег, вошли в историю как первые люди, покорившие Народную в режиме марафона. 25 километров вверх при постоянном наборе высоты и столько же вниз. Обратно к исходной точке, базе желанная. Настоящему очагу комфорта и цивилизации, где есть свет, связь и баня. 2:32 на вершине. 2,5 часа. Это рекорд восхождения на Народную. Я думаю, никто быстрее не мог бежать на нее. Если никто больше пытаться не будет. Евгений Марков – живая легенда Транс-Урала, член сборной России по скайранингу и многократный чемпион России по дисциплине «Высотная гонка». Он единственный за все 4 дня сумел одинаково превзойти конкурентов по всем 4 дистанциям. По-настоящему рекордсмен к финалу шел на пару-тройку минут быстрее других. Да, но вообще хотелось забежать на Народную, то есть сделать какой-то ориентир. Это, наверное, самая главная цель была, помимо той, чтобы в общем зачете завоевать первое место. Секрет такого успеха – постоянно мотивировать себя на маленькие подвиги. Это когда гонка мысленно делится на участки или временные отрезки, что помогает отвлечься и не терять темп. Пойдемте к нам в гости в Удмуртскую палатку. Здесь у нас полочки, антресоли, у каждого свое отделение для личных вещей. Тамбур с кроссовками, сушилка, номера. Гостеприимный Александр видел все 4 Урала и говорит, что приполярный этап ждал, затаив дыхание. Он из тех, кто не гонится за секундами.
желание запомнить эти красоты и получать удовольствие от процесса. С логистикой проблема далеко, непонятно, что делать. А тут Антон все подготовил, всех позвал, сказал, идите туда, делайте то, вы идите сюда. То есть, поэтому все круто. Мне очень нравится. А вот его коллега Алексей, напротив, как говорится, рубится по полной. Он в топ-2. Следует тактике самоанализа, оценивает соперников и составляет план на следующий день. Забег на Народную гонщик-профессионал сравнивает с испанским островом Ла-Пальма, что на Канарах. Говорит, ощущение было такое, будто бежишь по кромке вулкана. Эта гонка впервые проводится вообще в таком месте, поэтому необычно. Тут просто находиться, а не то, что уже бегать. Это классно. Рекомендую. Трудно понять, как морально готовят себя участники. У гор какая-то невероятная особенность. Чем по ним дальше, тем они выше. Дойдя до предполагаемой макушки, открывается следующее. Наверное, дело в облаках, а еще это вечное ожидание. Никогда не знаешь, что будет дальше. К огромному, к великому сожалению, не получается остановиться, не знаю, остановить мгновение, посмотреть помимо как под ноги куда-то вверх, вдаль. Очень не хватает лидерам вот именно прочувствовать это место. Таким был приполярный Транс-Урал, многодневный трейл, отягощенный крутыми поворотами, большим и малым курумом, болотистой начинкой и иногда все-таки облегченный попутным ветром. Здесь пришли в гармонию качественной организации гонки, трепетное отношение участников к кентинской природе и невероятное стремление успеть увидеть как можно больше. Коми-Урал – место уникальное, одно из красивейших и неповторимых на планете, сохраненных человеком, и в то же время приветливо готовое всеми своими коммуникациями и инфраструктурой к новым большим встречам.